А в Дюртюлинском лесничестве завершают посадку 500 тысяч саженцев. Деревья выращивают в уникальных для республики эллипсоидных питомниках. Именно с их помощью удалось восстановить лесные массивы после сильного урагана в 2007 году. Об особенностях этого непростого дела репортаж Анвара Аслямова. Ураган 2007 года в Дюртюлинском районе запомнился лесникам надолго. Он смел на своем пути 8 тысяч гектаров леса. При этом более миллиона деревьев погибли. После стихийного бедствия потребовалось 7 лет, чтобы полностью восстановить поврежденные участки. А ведь тогда масштабы предстоящей работы казались лесничим гигантскими. Похозяйничала стихия и в населенных пунктах, но именно лес взял на себя основной удар. 90-летние сосны ветер поломал, как большие карандаши, местами заблокировав проезд машинам. Сейчас на месте старых крупномеров подрастают новые хвойные и лиственные деревья. Процесс лесовосстановления, он очень длительный. Это не сельское хозяйство. Посадил в 1 год и убрал урожай. Начиная с питомника. 3 года еще здесь, сколько она растет. Через 10 лет уже будет крупномерный лес. Уничтожил ураган в 2007 году также 2 из 4 эллипсоидных питомников, уникальных для республики. Еще в советские годы они были созданы по прибалтийскому методу. Те 2, что удалось сохранить, стали основой для нового леса. Подготовленные к пересадке саженцы перевозят в пучках, чтобы корни лучше удерживали влагу. Вот это временная прикопка называется. В одном пучке 100 штук. От этой корневой шейки стандартная считается 12 сантиметров и выше, до 20. Площадь эллипсоидного питомника всего полгектара, но деревья отсюда пересаживают не только в Дюртюлинском лесничестве. Саженцы елей закупают Дуванские и Караидельские районы, а также Челябинская область. Один из плюсов такой посадки в виде кольца, отмечают лесничие, в том, что сеянцы не требуют полива. Влага из почвы почти не выветривается. Преимущество то, что не требуется искусственное затенение. Затенение происходит за счет высоты древостоя. У нас посеяна ель сибирская, тенелюбивая порода. В открытом поле это практически невозможно вырастить. В этом году в Дюртюлинском лесничестве на 130 гектарах посадят новые деревья. В открытый грунт сеянцы помещают при помощи так называемого меча. Он упрощает работу и позволяет придать ровное положение еще не окрепшему деревцу. Втыкаем меч в землю. Вот таким образом, движением ноги делаем лунку для саженца. Посадочный материал опускаем туда. Вытаскиваем и притаптываем ногой. А вот семена хвойных деревьев получают в Ангасякском лесном питомнике. Здесь же находится линия для их посадки в специальные кассеты, в каждой по 65 ячеек. Питательной средой служит сосновый гумус. Финское оборудование здесь установили еще в начале 90-х. Здесь будет происходить углубление, вот видно. Здесь уже процесс высева семян. Семена притягиваются под давлением воздуха. Вот на каждой вот этой дырочке. Далее засеянные кассеты отправляют в теплицу. Преимущество в том, что высаживать такие деревья можно будет до конца мая. Их приживаемость составляет почти 100%. Единственное, что огорчает, говорят лесники, то, что финская линия посадки уже морально устарела. Сейчас Минлесхоз республики ведет переговоры о закупе нового оборудования для выращивания сеянцев закрытой корневой системой. Анвар Аслямов, Азамат Даянов, Вести, Башкортостан.